Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я его ведущая на Лакове. Сегодня в программе. В добрый путь спортсмены из Абхазии отправились в Татарстан для участия в играх стран БРИКС. В республике подходит к концу весенняя призывная кампания. Молодые люди проходят завершающий этап медицинского осмотра. В Абхазии вновь замечена американская бабочка. Гусеницы первого поколения обнаружены в Гудаутском районе. Спортсмены из Абхазии отправились в Татарстан для участия в играх стран БРИКС. Проводить спортивную делегацию пришли первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джинсух Нанба, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, министр юстиции Андрей Барцыц, министр туризма Теймураз Хишба, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, родственники спортсменов, общественность, ветераны спорта. Для Абхазии это первое крупное международное состязание, в котором она выступит под своим флагом. Спортсмены из Абхазии примут участие в соревнованиях по 14 видам спорта. В составе делегации Абхазии 102 человека, из них 63 спортсмена. От имени руководства нашей страны поздравить вас с этим знаменательным днем. Днем, когда мы вас отправляем на грандиозные игры БРИКС. Игры БРИКС – это спортивное мероприятие мирового уровня. И у нас усилиями руководства страны, усилиями руководства Комитета по спорту и молодежи появилась возможность представить нашу национальную сборную. Это гордость, которую мы испытываем только за то, что вы участвуете. Но я уверен, что результаты, которые вы нам принесете, сделают нас счастливее, гораздо счастливее. Игры БРИКС – это мероприятие, в котором участвуют 97 стран. Это мероприятие, где представлены 27 видов спорта. Более 5000 участников со всего мира будут находиться там. И символично, что именно Республика Абхазия будет открывать парад стран. Именно наш легендарный футболист Ахрик Цвейба, обладатель Кубка СССР, чемпион СССР, мастер международного класса, будет нести флаг. Это символично, потому что старшее поколение наших спортсменов сделало многое для того, чтобы вы сегодня могли представлять нашу страну. Многие из них сложили свои головы. Мы помним и чтим то, что они сделали для нас. И я уверен, что для каждого из вас с 12 числа настанет момент истины. И каждый из вас вернется домой героем. Вы люди, популяризирующие спорт. Вы люди, на которых смотрит подрастающая молодежь. Я искренне желаю вам успехов. Спорт – это всегда борьба. Пусть победит сильнейший. Победу вам, дорогие друзья! Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба и депутаты Астамур Аршба, Винори Беби, Адемур Гогия прибыли в Казань, где 12 июня стартуют игры стран БРИКС. Главная цель турнира – укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В рамках второго международного форума министров образования «Формируя будущее», который проходит в Казани, министр просвещения Абхазии Налгабля встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Они обсудили возможное строительство детского лагеря в Абхазии, обеспечение школ республики российскими учебниками к учебному году, внесение абхазского компонента в учебники России для школ Абхазии, а также наметили планы по дальнейшему взаимодействию.
Министр просвещения Абхазии Налгабля и директор Института изучения детства, семьи и воспитания, зампредседателя комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Агре подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Казани в рамках работы второго международного форума министров образования «Формируя будущее». В Абиги состоялась защита первой в Абхазии диссертации, посвященной геопоэтике. Мифопоэтика и геопоэтика в прозе абхазского писателя Даура Зантария. Так называется работа российского ученого Игоря Сида. Почему ученого заинтересовала эта тема и в чем особенность диссертации, расскажет Гугуца Варданя. В 1986 году биолог Игорь Сид приехал в свою первую научную командировку в Абхазию. В Новом Афоне он изучал размер и строение рыб. Однако на протяжении месяца пребывания в республике каждые выходные молодой ученый вырывался в столицу. Прогулки по городу, знакомства с местной культурой и учеными привели его в кафе «Амра», где он познакомился с известным абхазским поэтом, писателем и публицистом Дауром Зантарием. Всех писателей судьба сводила с Дауром Зантария в основном в кафе «Амра». Но первое впечатление было, что живой классик, потому что меня туда перевела знакомая, которая шепнула мне, вот тут сидит знаменитый фотограф и знаменитый наш писатель. Вот. И, соответственно, я уже заранее знал, что это очень масштабная фигура. Вот. Но, тем не менее, мы сразу стали перешучиваться, когда Даур мне сказал, что Сухум – это не самое древнее название, что есть еще название Аква. Я удивился, как латинист, все биологи любят латынь. Вот. А он говорит, между прочим, Аква не просто так. Именно здесь были изобретены аквариум и акваланг. В древнем Аква, тогда, 2000 лет назад. Потом был некоторый перерыв, потом мы дружили в Москве, вот, где, к несчастью, и ушел наш общий друг. Судьбоносные встречи порождают не менее судьбоносные следствия. С тех пор жизнь теперь уже писателя, поэта, антрополога и африканиста Игоря Сида неразрывно связана с Абхазией. Тогда, почти 40 лет назад, он и не предполагал, что станет одним из тех, кто будет писать диссертацию на тему мифопоэтика и геопоэтика в прозе абхазского писателя Даура Зантария. Когда я начал работать над диссертацией, я понял, что передо мной не какое-то небольшое персональное творческое наследие, а передо мной вообще весь культурный космос, культурно-исторический космос Абхазии, потому что почти каждая строчка в текстах Даура отсылает к текстам абхазских авторов, к каким-то одному ему известным фрагментам исторических архивов, в которых он годами копался, и часть его наследия литературного напрямую связана именно с этой архивной работой. В общем, я оказался у подножия гигантской горы, которую невозможно охватить из одной точки. И поэтому я предпринимал, дело было чуть больше 10 лет назад, я предпринимал такие поначалу довольно жалкие попытки обойти гору с разных сторон, прежде чем на нее взбираться. Разные тропинки ведут наверх. Но, собственно говоря, верха как такового, вершины не существует, потому что подниматься по этой вершине можно только бесконечно. Идея написать диссертацию, посвященную творчеству знаменитого абхазского писателя, возникла еще в 2013 году. В 2014 Игорь Сид написал письмо в Абхазский государственный институт гуманитарных исследований о том, что хочет стать соискателем диссертации. Однако из-за большого количества работы в разных сферах задуманное удалось осуществить только в этом году. Сегодня в стенах Абиги Игорь Сид рассказывает об основных тезисах своего диссертационного исследования. Научным руководителем российского писателя стал прозаик и филолог Владимир Зантария. Я с большим удовольствием согласился быть научным руководителем нашего соискателя, своего друга, творческой судьбе которого значительную роль сыграла Абхазия, абхазская культура. На мой взгляд, его открытие художественной галактики Даура Зантария послужит хорошим импульсом, толчком
подспорьем в дальнейшем уверенном выхождении выдающегося абхазского писателя Даура Зантария в мировое культурно-информационное пространство. Кстати, это первая в Абхазии диссертация, посвященная геопоэтике. Простыми словами, это новое международное понятие, которое приобретает черты научного термина и охватывает разнообразные творческие способы взаимодействия человека с географическим пространством. Понятно, что такое поэт. Это человек, который работает с текстами, который именно в пространстве текста создает некую новую сущность. Геопоэт, субъект геопоэтики, это человек, который работает с географическим мифом. Это человек, который создает вокруг себя или вокруг конкретной любимой им территории новые мифы. Вот Даур Зантария был одним из тех, кто именно переописывал свою родную маленькую прекрасную страну и создавал вокруг нее новые легенды, какие-то новые ракурсы и позволял нам заново, по-новому посмотреть на Абхазию. Главная задача диссертации – рассмотреть наиболее существенные аспекты авторского мифологического космоса, выстроенного Дауром Зантарией, изучить арсенал художественных средств, образов, сюжетных схем, а также индивидуальных авторских наработок на уровне пространства, времени, живой природы, высказывания текста и личности, поясняет Игорь Сид. Один из специфически заостренных вопросов по геопоэтике произведений Даура Зантария – существуют ли аналоги в мировом фольклоре и мировой литературе для некоторых сюжетных элементов в его прозе. Прежде всего, назову то, что вы, конечно, все помните, для земляных башмаков, которые создает себе для длительного путешествия протагонист романа «Золотое колесо». Второе. Хронопоэтика произведения Даура Зантария предполагает сравнительное изучение персонального мифопоэтического времени, в котором живут и действуют отдельные его персонажи, и в то же время исторического времени, в контексте которого происходит основное действие, реальное действие произведения. Особенность хронопоэтики главного текста Даура Зантария, романа эпопеи «Золотое колесо», в том, что автор описывает в их фазовой последовательности тонкие общественно-культурные процессы в Абхазии, предвосхищающие и в чем-то даже предопределяющие грузино-абхазскую войну 92-93 годов. Также автор в своей диссертации постарался раскрыть философскую суть мироощущения и особенности художественных трансформаций в абхазской литературе 60-80-х годов прошлого столетия. Полную диссертацию, посвященную мифопоэтике и геопоэтике в прозе абхазского писателя Даура Зантария, российский ученый Игорь Сид представит уже этой осенью. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В республике подходит к концу весенняя призывная кампания. Молодые люди проходят завершающий этап медицинского осмотра, после чего их ждет курс молодого бойца и распределение по воинским частям и подразделениям. За процессом наблюдала Ульяна Рожкова. Армия – это школа мужества, где в первую очередь учат постоять за себя, за свою родину, родных и близких. Служба в войсках помогает юношам развить выносливость и силу воли, учит самостоятельности и выживанию без родительской или другой помощи. В соответствии с указом президента на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. В мероприятиях, связанных с призывной кампанией, участвуют администрации городов и районов, МВД, Минздрав и Министерство просвещения. Общее руководство и контроль осуществляет Министерство обороны. Призыв в Республике Абхазия начался согласно указа президента 1 апреля 2024 года и будет продолжаться до конца июня. На срочную службу призываются все граждане мужского пола Республики Абхазия от 18 до 27 лет, не имеющие законного права на отсрочку по состоянию здоровья либо по семейным обстоятельствам. То каждого гражданина мужского пола отслужить на благо нашей Родины. Это обязательно. Сегодня мы находимся в таком состоянии, и вообще весь мир находится в таком состоянии, когда угроза военной опасности нависла над всеми. И необходимо знать хотя бы азы военной службы, а именно срочная служба дает понимание этих азов.
Призывник может получить отсрочку или освобождение от военной службы по учебе, состоянию здоровья или семейному положению. Большинство молодых людей призывного возраста предпочитают после школы получить высшее образование. Студентов, которые обучаются на заочном отделении, также призывают на службу. Отношение к военной службе не всегда положительное. Армия уже не так пугает, но еще не увлекает. С началом призыва некоторые начинают искать способ откосить от армии, но военкомы активно этому противодействуют. В случае, если состояние здоровья неугодное и нет права на отсрочку по другим статьям закона, соответственно, он призывается в армию. Его сразу сегодня же отсюда забирают, везут, переодевают, и в часть он попадает. В части он проходит курс молодого бойца, далее распределяется по воинским частям Министерства обороны Республики Абхазия. Сколько длится курс молодого бойца? Курс молодого бойца длится от 2 недель до месяца. Весенний призыв уже подходит к концу. Молодые люди проходят визуальный осмотр сразу у нескольких врачей, где каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника по итогам исследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра. После прохождения медосмотра призывников отправляют в учебный центр Министерства обороны, где они будут проходить обязательный курс молодого бойца. Я думаю, мы все обязаны это исполнять, этот долг. И я думаю, это наша обязанность, которую мы должны выполнять. А скажи, а ты уйдешь в армию сейчас? Или... Я сейчас прохожу курс лечения, и вот он у меня заканчивается через 3 месяца. И после этого на следующий призыв я попадаю, да, иду в армию. Долг каждого мужчины – защищать Родину. Ситуация в мире на данный момент непростая, и поэтому важно знать азы военной деятельности. Армия закаляет и прививает в молодом человеке дух патриотизма. Ульяна Рожкова, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Живучая, плодовитая и прожорливая. В Абхазии вновь замечена американская бабочка. Гусеницы первого поколения обнаружены в Гудаутском районе. Опасный карантинный вредитель угрожает плодовым, декоративным и лесным культурам. Государственная инспекция по карантину растений рекомендует при обнаружении американской бабочки уничтожать паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания. Лаура Капш продолжит тему. Американская белая бабочка средних размеров относится к карантинным вредителям, завезенным в Российскую Федерацию из стран Европы и Азии. Опасна для любых плодовых, а также большинства лесных культур. Из садовых деревьев предпочитает яблоню, вишню, сливу и шелковицу. В Абхазии она появилась в 1985 году. Сама по себе белая бабочка не представляет угрозы, но вот ее гусеницы долго живут и много едят. В Абхазии до 2 поколений гусениц может народиться за один сезон. Как утверждают специалисты, этот вредитель распространен во всех районах нашей страны, но больше всего страдает Восточная Абхазия. Лед американской белой бабочки первого поколения начинается во 2-й декаде мая, ближе к лету. Стоит отметить, что у нас пока данное насекомое не вступило в активную фазу развития. По словам специалистов, в настоящее время гусеницы первого поколения были обнаружены только в Гудаутском районе. Несколько месяцев она дает 2, в связи с климатическим условием 3 поколения. В начале июня этот вредитель, он наносит какой-то плодово-декоративным и лесным насаждением. Наши обязанности что входит? Выявлять, а потом уже есть соответствующие службы, это Министерство сельского хозяйства, они дают уже препараты, сельхозуправлением выдают, и уже в связи с какими погодными условиями они уже делают обработку. Личинки американской бабочки легко обнаружить невооруженным глазом, как и последствия их питания. Растение остается без листьев, ослабевает, иногда погибает. При повреждении 20% листвы дереву грозит снижение урожайности на 10%, а при повреждении 50% снизится до половины урожая. Основные мероприятия по борьбе с карантинным вредителем – это ликвидация очагов. Существуют разные меры борьбы. Агротехническая, то есть осенняя обработка приствольного круга у плодовых деревьев, механический способ сжигания опавших листьев и пораженной коры, а также использование пестицидов. Первое то, что это в обязательном порядке весной нужно очищать территорию, да, под плодовые декоративные насаждения. Это первое, сжигать. Потом уже, когда появляется это паутинные гнезда, да, вот уже ручным способом можно его
если насколько возможно, сжечь. А если уже дальше, ну, первое поколение вообще, насколько мы уже смотрим, сколько лет уже прошло, оно всегда в малом количестве, понимаете как? Если бы вот эти все агротехнические мероприятия бы проводились бы, может быть, ко второму поколению, имеется в виду уже июль, в начале августа, было бы меньше. Но это смотря кто как уже, какой этот христианин, кто как, какие обрезки сделал, да, вот как он подвел. Государственная инспекция по карантину растений готова предоставить более подробную информацию по борьбе с белой бабочкой. Лаура Капш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. День города Сухум будет отмечаться 6 июля. Глава администрации Беслан Эшпа подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Утвержден состав организационного комитета, которому поручено в недельный срок разработать и представить план общегородских мероприятий. В Абхазгосиздательстве вышла книга поэта, журналиста и публициста, члена Ассоциации писателей Союза журналистов Абхазии Алхаса Чхамалия «Острым взглядом» на абхазском языке. В ней содержатся очерки, статьи и интервью, опубликованные автором за последние годы в различных периодических изданиях. Это по счету 6-я книга Алхаса Чхамалия. Он является автором 4 поэтических сборников и 1 публицистического издания, изданных ранее. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Силами госкомпании «Абхазавтодор» вдоль республиканской трассы проводятся работы по расчистке от растительности и мусора. От Кадорского моста до города Гал специалисты 4-го дорожестроительного управления уже почти месяц косят траву и собирают мусор. Подобные работы проводятся систематически. Мы должны расчистить 49 километров от Кадора до Гал. Вот в данный момент мы 20 километров уже почистили. У нас трудности вот это мусор, уборка мусора. Основной вот это самый трудный вопрос мусор. Каждый второй день выкидываю. Из деревни приносят мусор, вот прямо на трассу бросают. Летний сезон, каждый 3-й день рабочих выводим, чтобы мусор собрать. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 12 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.